Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Мы с вами перешли с уроков поминания Аллаха, это как идет продолжение, уроки дуа, уроки мольбы. И мы с вами на прошлой лекции разбирали достоинство этого вида поклонения, то есть достоинство дуа, обращению к Аллаху с мольбами. И мы с вами приводили аяты, которые рассказывают нам о достоинствах мольбы. И тот факт, что Всевышний захотел, чтобы книга Аллаха начиналась именно с дуа и завершилась дуа, это уже дает нам понять, какое положение занимает этот великий вид поклонения в исламе. То есть мы открываем Коран, первая сура, суратуль Фатиха, это самый идеальный шаблон самого лучшего дуа. То есть когда мы обращаемся к Аллаху, и сначала, прежде чем попросить у Него что-либо, мы возвеличиваем Всевышнего Аллаха, восхваляем Его, мы говорим, что Он Ар-Рахман Ар-Рахим, мы говорим, что Он Малики Яумиддин, является властелином царя судного дня. Мы говорим, что Ему только мы поклоняемся, и у Него только и спрашиваем помощи, и затем мы обращаемся к Аллаху самыми наилучшими словами и просим у Него самые необходимые, то, что необходимо нам как в этой жизни, так и для последующей жизни. Ихдинас сират аль-мустаким, то есть веди нас по пути истины, по пути истины. И открываем последнюю страницу Корана, суратуль Фалак, суратуль Нас. Это тоже дуа, когда мы ищем защиты у Господа, у Господа людей, Маликин нас, у царя людей, Иляхин нас, у божества людей. И просим, чтобы Аллах защитил нас от наущений шайтана. Вот поэтому книга Аллаха начинается с дуа, и книга Аллаха завершается с дуа. Это уже доказывает, что на самом деле этот вид поклонения, он является величайшим и на самом деле является достойным видом поклонения. И затем мы с вами вспомнили аяты, где Всевышний Аллах рассказывает нам о дуа самых достойных из всех людей, то есть дуа пророков. Дуа пророков, пусть это будет дуа Ибрахима, алейхиссалям, Юсуфа, алейхиссалям, Юнуса, алейхиссалям, дуа Муса, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям, дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мы с вами говорили, что чем ближе сердце к Аллаху, чем больше богобоязненность в сердцах, чем больше любовь к Аллаху, тем чаще человек будет взывать к Аллаху, и тем больше он будет понимать свою слабость, свою ничтожность перед Ним, и чем больше он будет понимать Его величие, Его могущество, и результат этого понимания, он чаще и чаще будет взывать к Аллаху и просить Его помощи. Как это делали пророки, мир им, алейхимуссалям. Сегодня давайте вернемся к сунне нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и вспомним несколько хадисов, буквально 2 или 3 хадиса, которые рассказывают нам о достоинствах этого вида поклонения. И вот из этих хадисов первый хадис передал нам Ан-Ну'ман ибн Башир, радийаллаху анху, пусть Аллах будет доволен им, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ад-дуа хуа аль-ибада». То есть мольба – это есть поклонение. Мольба человека, когда раб взывает к своему Господу, просит у него помощи, это есть поклонение. Это есть поклонение. «Thumma хара'a». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят. Это аят, который мы с вами приводили уже в прошлой лекции.
Это сура Гафир, по-другому Аль-Му'мин, да? 60-й аят. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал этот аят, где Всевышний сказал: «Вакаля раббукум уд'уни астаджиб лякум». И вот сказал ваш Господь: уд'уни, то есть взывайте ко мне, зовите меня на помощь, взывайте ко мне, обращайтесь ко мне. Астаджиб лякум, я отвечу вам. То есть если вы будете просить у меня, будете взывать ко мне, я вам отвечу. Аллах обещал ответить. Иншаллах, про то, как он отвечает, иншаллах, это будет отдельная лекция еще. И в завершение аята Всевышний сказал: «Инна лладзина ястакбируна ан айбадати», и те, которые возносятся перед поклонением мне, то есть те, которые проявляют высокомерие в вопросах поклонения мне, саядахулуна джаханнама дахирин, они непременно войдут в ад, в адский огонь, дахирин, то есть будучи униженными. То есть за их высокомерие, надменность Аллах их унизит и отправит в ад. Сура Гафир, 60-й аят. И вот этот хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что дуа — это есть поклонение, это показывает, это указывает на то, что на самом деле то, что человек просит, обращается к Аллаху, это уже их поклонение. Это уже их поклонение. А есть еще другие хадисы, которые мы с вами еще, иншаллах, вспомним, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это афдалюл ибада, то есть это один из наилучших видов поклонения. Также еще аят говорится, хадис, где говорится мухуль ибада, что дуа это стержень дуа, то есть мух — это мозги, мозг, то есть мозг всегда посередине, да, то есть это является серединой, именно основой ибада, мозгом ибада. Следующий хадис Хасан, этот хадис в сборниках имама Хакима от Ибн Аббаса радийаллаху анхума, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалул айбадати дуа». Воистину, самым лучшим из поклонений, одним из лучших поклонений является дуа, то, что человек взывает к Аллаху. И затем он прочитал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят: «Вакаля раббукум уд'уни астаджиб лякум». И сказал ваш Господь: взывайте ко мне, и я отвечу вам. Я отвечу вам. Вот это уже второй хадис. Афдалюл ибада. Не просто пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это поклонение, а это есть афдалюл ибада, то есть один из лучших видов поклонения. Не просто поклонение, а один из лучших видов. А есть еще хадис в сборниках имама Тирмизи, который передал нам Абу Хурайра радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лейса шейун акраму аля Аллахи минад дуа». То есть нет ничего почтеннее, акрам, уважаемее, так можно сказать, да, почтеннее перед Аллахом, чем дуа. Чем дуа. Чем то, что раб взывает к нему. Вот это самое почтенное дело перед Аллахом. Это вот когда раб взывает к своему Господу. То есть здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет ничего почтеннее перед Аллахом, чем дуа. Этот хадис передал нам имам ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан и другие. Вот эти и другие хадисы, дорогие братья, указывают на то, что на самом деле, вот казалось бы, да, не самый сложный, один из самых легких видов поклонения. Иншаллах, мы с вами еще об этом дальше поговорим, в других лекциях поговорим, что самое легкое, самое доступное и, может быть, самое простое поклонение – это дуа. Это дуа, которое не требует от нас необязательного тахарата, наличия тахарата, да? Не обязательно гаурат скрывать, потому что человек проснулся, он уже делает дуа. А может быть, у него гаурат открыт, да? То есть, или, например, сестры не обязаны, чтобы попросить у Аллаха что-то, быстрее там закрыться, да? Или там найти киблу,
хотя мы знаем, что это есть адаб дуа, то есть это этикет дуа, который, иншаллах, увеличивает шансы наши, что Аллах примет наши дуа, да? Но это не обязательно. Потому что было время, когда во время хутбы Пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращался к Аллаху, и он стоял спиной к кибле. Поэтому это не обязательно. И нет обязательного времени, как, например, с намазом связано. Да? В любое время мы можем обращаться к Аллаху. Вот это одно из самых простых видов поклонения, но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Лейса шейун акраму аля Аллахи минад дуа». Нет ничего почтеннее перед Аллахом, чем дуа. Афдалюл айбадати дуа. Дуа является самым великим поклонением. Вот почему так? Хотя дуа не отнимает у нас много времени, много сил. Проси себе и проси, да? Казалось бы. Но это великий вид поклонения. И вот ученые, они дают следующее разъяснение. Почему вот такой простой, казалось бы, вид поклонения, да, имеет такое великое положение в исламе. Первая причина. Ученые говорят, что дуа, то есть раб, когда идет к своему Господу, взывает, зовет его на помощь, его сердце находится в смирении. То есть высокомерный он не будет просить, так ведь? То есть именно смиренное сердце, человек идет к Аллаху с просьбой смиренно, и потому что у него ребенок болеет. И он не знает, что делать. Он идет к Аллаху, он не будет идти, вот Аллах, у меня тут ребенок заболел, да? Нет. Он будет понимать свою ничтожность, свою слабость перед Аллахом. И он будет понимать вот этот ифтикаруль абд, это отдельная лекция будет еще. То есть, когда человек понимает, что он нуждается в помощи Аллаха, и никто не может ему помочь, кроме Аллаха. И вот это положение сердца, это есть суть поклонения. Не будет пользы, баракета от наших намазов, если мы, направляясь в мечеть, направляясь к намазлыку, к коврику, да, мы не будем понимать это, что мы слабые, что мы ничтожные, рабы Аллаха, которые каждую секунду, каждое мгновение нуждаются в Его заботе, в Его помощи, в Его силе и мощи. Как раз вот про это мы говорили, ля хауля ва ля куввата илля билля, да? Что нет ничего, ничто не может не поменяться, слабый не может стать сильным, больной не может исцелиться, кафир не может стать мусульманином, нищий не может стать богатым, голодный не может насытиться илля билля, то есть кроме как с помощью Всевышнего Аллаха. Поэтому вот это понимание, вот это положение, когда ты слабый раб, понимая свою слабость и потребность в Аллахе, в его нужду свою в Аллахе, вот это и есть суть поклонения. Поэтому вот это положение взывающего раба к своему Господу делает это положение великим на самом деле. Потому что это есть суть айбадата, суть поклонения. Также, чем сердце человека будет смиреннее перед Аллахом, да, тем степень поклонения будет выше. То есть мы понимаем, что вот сейчас мы совершили ночной намаз. Ну, человек, может быть, сколько, 50 было, да? Все стояли за одним имамом. Все совершили одинаковое количество ракаатов. Одинаковое количество суджудов, рукугов. Все читали одинаковое количество ат-тахьят, салават. Так ведь? Потому что порядок для всех один. Но, несмотря на то, что вот эти телодвижения, слова поминания Аллаха были для всех одинаковые, вполне возможно, что из двоих стоящихся вместе молящихся разница в молитвах может быть как разница между землей и небом. Вполне возможно, что в судный день
на чаше весов молитва одного мусульманина будет превосходить в 1000 раз, чем молитва другого. Хотя и ракагаты одинаковые. Почему такое происходит? Ракагатов столько же. Имам тот же, кираат тот же, суджуды те же. А именно все зависит от положения сердца. У одного сердце смиренно. И все, что он делает, все, что он говорит, он все пропускает через сердце. И, конечно, баракат этого намаза будет 100 раз, 1000 раз больше. И результат от этого намаза будет 100 раз, 1000 раз больше. А если посмотреть снаружи, все так же. Поэтому помимо, ученые говорят, помимо внешних движений, слов мольбы, которые мы произносим во время намаза, существует огромный внутренний мир намаза, которым пренебрегают большинство умы. Это смиренность сердца, это понимание, перед кем ты стоишь, ты кто, он кто. То есть каждое движение, каждое положение в намазе, каждый зикр, каждый тасбих, каждый истигфар, все что-то означает. И поэтому вот здесь то же самое. Чем больше смиренности во время поклонения, чем больше искренности во время поклонения, тем степень поклонения будет выше. Чем меньше смиренности, чем меньше искренности, тем меньше и положение этого поклонения перед Аллахом. И баракат от этого поклонения. Поэтому, почему дуа? Потому что дуа, ученые говорят, это тот вид поклонения, где больше всего у человека смиренности и искренности. Почему? Почему во время дуа искренности больше смиренности, чем в ряде других поклонений? Почему? Потому что мы просим для себя. Тебе плохо. Тебе плохо. У тебя ребенок болеет. У тебя денег нет. Все. Ты всем должен. Конечно, ты будешь просить искренне. Так ведь? Конечно, как ты... Вот во время намаза может 1000 мыслей посетить человека. А когда тебе плохо, и ты просишь что-то у Аллаха, ты очень искренне, потому что ты очень заинтересован, чтобы Аллах принял твой дуа. И вот это положение, что возвышает степень наших поклонений. Потому что очень много искренности. И вот это еще одна причина. Также ученые говорят, почему дуа является одним из величайших видов поклонения, а именно потому, что дуа включает в себя ряд других поклонений, важных поклонений. Первое – это таваккуль. Что такое таваккуль? Таваккуль – это положение сердца, когда сердце уповает на Аллаха. Оно верит, то есть без каких-либо сомнений, что Аллах его не бросит, что Аллах его не оставит, что Аллах его защитит, что Аллах его накормит, напоит и так далее, поможет ему и так далее, и так далее. Тот, кто взывает к Аллаху, он прекрасно понимает, что все в руках Аллаха. И что ничто не может ни поменяться, ни измениться, ни к лучшему, ни к худшему, кроме как по воле Аллаха. И это и есть таваккуль. То есть дуа, он обновляет наш таваккуль. Он усиливает наш таваккуль. Потому что, он это понимает, когда взывает к нему. Также очень важный вид поклонения – исти'ана. Ияка на'буд ва ияка наста'ин. То есть и спрашивание помощи. У кого должен раб просить помощи? У того, у кого она есть. Кто решает судьбы, кто управляет всем и вся. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, давая назидание своему любимому сподвижнику, он сказал: «Ва идаста'анта фастагин билля». Если ты у кого-то пожелаешь попросить помощи, то проси у Аллаха. Проси у Аллаха. Поэтому мы просим у Аллаха, у того, кто может нам помочь. И вот поэтому ученые говорят, что вот то, что
дуа включает в себя вот эти прекрасные виды великих поклонений, это возвышает степень дуа. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалул айбадати дуа», то есть дуа является самым величайшим видом поклонения. Также ученые говорят, когда мусульманин читает хадис, «Афдалул айбадати дуа», что самым великим, лучшим видом поклонения является дуа, он должен это понимать правильно. Правильно. То есть он не должен это понять, что если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что лучший вид поклонения это дуа, значит дуа лучше, чем намаз. Значит, мы просто будем просить дуа и не будем совершать салятуль фаджр, салятуль зухр, аср намаз, да? То есть нет, ни в коем случае. Это нужно понимать правильно через призму Корана и Сунны. И вот ученые говорят, превосходство, положение дел могут меняться в зависимости от разных причин. В зависимости от разных причин. Вот давайте разберем этот вопрос. Вот Аллах мудрый. И во всех его канонах есть мудрость. Есть мудрость. Но может быть так, что ученые говорят, мы должны уверовать в то, что в каждом правиле, в каждом каноне, законе шариата есть мудрость. И все, что происходит, происходит по мудрости Аллаха. Но иногда Аллах по мудрости своей может нам дать знание, в чем же мудрость этого дела. А иногда по мудрости своей Аллах может лишить нас знания этого мудрости. Поэтому кто-то может сказать, а почему вот 5 намазов? Потому что 5 намазов. Это мудрость Аллаха. Потому что не должно быть 4 или 3 или 6 намазов. 5 фарзов должно быть. Но может быть так, что мы не узнаем мудрость этого. Почему? Но мы знаем, что в этом есть мудрость. Или, например, перед тобой лежит килограмм прекрасного мяса, телятины, да, или говядины, да, рядом, которые забили словами бисмилля, а рядом, которые не забивали именем Аллаха. Оба мяса, они... Вот кто может сказать, что одно мясо по качеству лучше другого? Да, там пишут, бисмилля и тапсуйсан, оказывается, вкуснее. Там. Ну, понимаете, это наша вера, это наше убеждение, да. Но на самом деле по качеству вам лаборатории вполне могут сказать, что разницы никакой нет. Но разница в том, что это халяль, а это харам. Разница в том, что если ты это съешь, ты будешь ближе к Аллаху, к Его милости, к Его прощению, а здесь будешь ближе к Его гневу, к Его наказанию, каду, и бараката не будет в твоей жизни. Огромная разница. А так для кого-то никакой разницы нет. Так ведь? И вот здесь тоже. А в чем мудрость? А вот мы не можем сказать. Потому что мы должны забивать все только ради Аллаха и только для Аллаха. Только в этом. А так, в чем разница курицы бисмилля и без бисмилля? Кто-то может сказать, нет. Ну вот поэтому мы знаем, что во всем есть мудрость Аллаха. И здесь то же самое. Здесь то же самое. Быть может, поминание Всевышнего Аллаха выше зикр, чем дуа. Потому что, как бедуин говорил, помните, да, в одной из лекций, когда он подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и попросил у него научить его каким-то словам, то есть ему тяжело было учить Коран, тяжело было учить много сур, да, а он поэтому сказал, я Расулаллах, научи меня таким словам, чтобы вот мне было легко. И он сказал ему зикр, поминание Всевышнего Аллаха, восхваление, так ведь? И он сказал, да, ну это же для Аллаха. То есть, когда я восхваляю, это же Аллаху, а дай мне что-нибудь. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил его дуа. Поэтому, да, может быть, зикр больше, чем дуа. Так ведь, чтение Корана выше, чем просто зикр. Намаз выше, чем чтение Корана. Но иногда бывает так, что вот это превосходство одних дел над другими, оно может меняться.
оно может меняться. То есть они могут меняться местами. В зависимости от положения, в зависимости от времени, в зависимости от ситуации, и так, в зависимости от человека. Вот для него лучше, чтобы он Коран читал. А вот для него лучше, чтобы он садаха раздавал. То есть, а вот для него, может быть, лучше, чтобы он взял в руки лопату и огород копал. Поэтому во всем есть мудрость Всевышнего Аллаха. И поэтому вот даже по жизни, если посмотреть, например, достоинство людей, достоинство профессии, мы можем сказать, да? Вот если мы идем в больницу, там кто старший, кто там главный, самый достойный? А? Конечно, врач. Любой там олигарх, депутат, если он лежит на операционном столе, вот или он и выживет, или умрет, а там хирург стоит с этим, со скальпелем, ножом, да, он может его убить, а может ему жизнь спасти. Да. Кто там главный? Конечно, хирург главный. Конечно, врач главный. Но через неделю, может быть, да, когда тот выздоровеет, там, они окажутся в другом здании, да, и что вот этому врачу надо что-то решать в жизни, а этот, оказывается, может ему решить, или там, не знаю, бизнесмен, или там министр, или там какой-то чиновник, конечно, он уже становится главным. Везде ты едешь на машине, конечно, водитель главный, потому что он может обеспечить тебе безопасность. Учитель. Ты же не идешь там в школу с ребенком и не говоришь учителю там, математики: слушай, иди сюда, там, ну-ка научи это. Нет, ты идешь почтенно, потому что это учитель, это он главный тут. И вот так дела, достоинства дел, они меняются по мудрости Всевышнего Аллаха. И вот ученые говорят, превосходство дел могут меняться по следующим причинам. Первое. Одни дела превосходят других по своей природе. То есть по природе одно дело выше, чем другое. Вот здесь мы уже уверенно говорим, без каких-либо сомнений, что лучше: намаз по природе или чтение Корана. А? Конечно, намаз. Конечно, намаз идет после таухида, после веры идет намаз. И человек просто сидит, читает Коран, не совершает намазы, он не может найти довольство Аллаха. Намаз – это на первом месте. Поэтому по природе намаз лучше, чем чтение Корана. Чтение Корана лучше, чем зикр. Лучше, чем зикр. Зикр по природе, поминание, восславление, восхваление Всевышнего Аллаха лучше, чем дуа. Это и есть превосходство одних дел над другими по своей природе. Следующая причина. Дела могут превосходить друг друга в зависимости от времени. От времени. Например, даже времени года, времени, например, дня. Мы с вами знаем, что после утреннего намаза, когда ты совершил 2 раката фарза, утреннего намаза, или же после, например, аср намаза, намного лучше читать Коран, или же поминать Аллаха, делать зикр, или же делать дуа, чем совершать намаз. Так нет? Потому что это время, когда макрух читать намаз. То есть намаз, поклонение, которое превосходило другие виды поклонения. Здесь речь идет чтение Корана, зикр и дуа. Намаз уступает место, идет назад. И уступает место вот этим 3 видам поклонения. Так ведь? Вот это и есть превосходство дел меняется в зависимости от времени. Также превосходство дел зависит от того, что в данный момент совершает человек. Что в данный момент совершает человек? Например, мы знаем, что по сунне во время рукуа, совершения рукуа и суджуда Коран не читается. Коран читается когда? Когда читается ты стоишь.
То есть ты слушаешь Аллаха стоя. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а когда ты совершаешь руку, ты не читаешь Коран. Есть хадис. Ты не читаешь Коран. Было запрещено читать Коран. Фа'аззиму фихара. То есть во время рукуга возвеличивайте Аллаха. А во время суджуда мы, например, идем в суджуд и читаем суру Фатиха. Нет, это не по сунне. Во время суджуда есть свои слова поминания Аллаха. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал суджуд для дуа. Поэтому есть огромное количество дуа, когда раб просит именно, не просто восхваляет Аллаха, субхана раббиль а'ля, или там суббухун куддусун раббуль малайкату, а именно просит. Аллахумма гфирли данби кулля. О Аллах, прости мне мои грехи. Диккаху ва джилля ва ауаляху ва ахира. То есть и предыдущие старые грехи, новые грехи, и большие, и маленькие, и те, которые явные грехи, и скрытые грехи. То есть в зависимости от твоего даже положения, дела, которое ты совершаешь, дела могут менять свои достоинства. То есть вот здесь дуа или же зикр, он выше, чем чтение Корана. Также в зависимости от места, где ты находишься. Например, во время хаджа, когда ты приходишь в Арафа, или же возвращаешься к Муздалифе, или же кидаешь камни, да? Или же, когда ты находишься в Сафа Маруа, то в это время каждое вот это положение дела имеет свои зикры, свои места, где нужно просить у Аллаха, взывать. Просто, даже не специальный дуа, а просто вот, например, подходишь к Сафа, подходишь к Маруа, просто смотришь, где кибла, и просто своими словами просишь у Аллаха. Но специальных молитв, намазов, вот в этих местах нет. То есть вот каждый раз, когда ты доходишь до Сафа, все, ты намаз читаешь. Нет, делаешь дуа. Или, например, каждый раз, когда побиваешь шайтана камнями, бросаешь в столб камни, нет там специального намаза, но есть дуа, есть зикры специальные. Вот здесь то же самое. То есть намаз уступает место зикрам и дуа. Также превосходство дел иногда может меняться в зависимости от положения человека. То есть, например, есть мужчина, есть женщина. Даже от этого. Например, салятуль джамаа. Совершать тот же намаз в джамаате для кого? Для мужчин. Лучше в 25, а то и в 27 раз в мечети, чем у себя дома. Так ведь? А для женщин все наоборот. Только от того, что ты женщина, тебе лучше в 25 раз совершать свою молитву у себя дома. А еще лучше у себя в комнате. Так ведь? Там, хадис можно вспомнить. Так ведь? Поэтому меняется положение, да? Очень интересный момент во время никаха. Когда отец, я вот это прямо акцентирую на этом, во время каждого никаха, конечно, давно у меня никахов не было, вот, я уже начал забывать, да, я специально говорю, я обращаюсь к отцу невесты, потому что если снимать фильм про никах, в главных ролях кто? Отец. Он отдает свою дочь за муж, не женит, так ведь? Или андырмы күйеуге бере. Отдает. То есть он, вот что такое? Я, отец такой-то, такой-то, отдал в прошедшем времени при свидетелях свою дочь такому-то сыну, такому. Что это такое? Отец отдает полномочия ответственного опекуна, хозяина вот этой молодой девушки. Кому передает? Он передает жениху, мужу. И вот в это время достоинства людей, приоритеты меняются в одну секунду. До того, как отец передал дочку жениху, она чья? Дочь отца. Так ведь? И для нее закон
первую очередь, ну, после слов Аллаха и пророка, если не противоречит словам Аллаха и пророка, закон слова родителей. Но как только отец передал, а жених принял, власть меняется. То есть для этой девушки уже после того, как ее передали и приняли, для нее на первом месте слова, слова мужа. Вот видите, меняется. Достоинство меняется, достоинство людей, достоинство дел меняется. Для кого-то лучше в мечети, для кого-то лучше дома. Только от того, в зависимости от того, какое положение человек занимает. Так ведь? Также вот очень интересный момент, машаллах, это вот все мы говорим о мудрости религии, субханаллах, о мудрости законов Аллаха, правил, да? Вот иногда достоинства дел могут меняться в зависимости от возможностей людей. У людей возможности разные. У людей способности разные. У них таланты разные. Не только деньги, дорогие братья. Не только финансовое состояние. Людей разные. У людей все разное. И поэтому в зависимости от наших возможностей у нас разные могут быть приоритеты дел. Так же, как Всевышний Аллах разделил имущество между своими рабами по-разному, вот все одинаково богатыми или нищими быть не могут. Да, нам говорили, что в советское время хотели это все сравнить, но это невозможно, потому что Аллах пожелал, чтобы у людей было разное состояние. Но Аллах мудрый. Если где-то Он кому-то денег побольше дал, второму Он здоровья побольше даст, третьему детей побольше даст, четвертому, там, может быть, знаний побольше даст. Поэтому Аллах, Он сам знает, кому сколько давать, и Он никогда у нас не спрашивает, потому что нам всем надо побольше. Так ведь? Ну, Аллах милости. Поэтому в чем грех зависти? В чем грех? Потому что он недоволен тем, как Аллах разделил имущество. Это же вот ты же не просто твоя зависть, это не просто враждебное отношение к твоему брату, который вот у него машина лучше, чем у тебя. Да? Или там, не знаю, детей больше, чем у тебя, или дом больше, да? Это твое недовольство тому, как Аллах разделил имущество между своими рабами. Поэтому так же, как Аллах по мудрости разделяет финансовое богатство, имущество между своими рабами по-разному, да? Также Аллах разделил способности людей, возможности людей, да? Между своими рабами по-разному. По-разному. Поэтому кому-то Аллах дал денег больше, кому-то Аллах дал лет побольше. Он больше всех жил. Хотя, может быть, не был самым богатым. Да? Кому-то Аллах дал, не знаю, детей больше, внуков больше, у кого-то друзей больше, у кого-то знаний больше. Вот другой тоже хочет, но вот не получается. Но Аллах ему что-то другое дал больше. Так ведь? Вот поэтому каждый должен исходить из тех возможностей, которые у него есть. Это, на самом деле, это, дорогие братья, не такой простой вопрос. Это довольно-таки сложный, довольно-таки глубокий вопрос, потому что это наша жизнь. Это наша жизнь, и в зависимости от нашего положения, финансового положения, здоровья, других возможностей, да, знаний, те дела, которые перед нами, они могут менять свое положение. Для кого-то может быть лучше вот это, а это не значит, что вот для него это тоже лучше. Нет. Вот это на самом деле вот сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как раз учит нас выставлять вот эти приоритеты, и каждый, чтобы выбрал именно свое, самое лучшее. Именно свое самое лучшее. Поэтому вот здесь даже некоторые братья, сестры, они даже ошибаются. Они совершают ошибки. То есть оценивая дела других. Например, машаллах, вот Аллах тебе дал талант, ты можешь учить Коран. Ты выучил джуз, половину Корана, да, машаллах.
И ты иногда начинаешь думать, что твой брат, он тоже должен так же учить. Да, каждый должен учить, но каждый не выучит Коран. Так, как, например, выучил ты. Если Аллах дал тебе вот это не значит, что ты должен там пренебрегать своими братьями, унижать их и думать, что ты лучше. Нет, если Аллах тебе в этом дал превосходство, может быть, твоему брату он в другом дал. Или, например, если ты так много раздаешь на пути Аллаха, и ты смотришь, а почему вот я-то раздаю, а почему он не раздает? Иногда, дорогие братья, мы можем ошибиться. Да, мы видим, что у него тоже много денег, но может быть, во-первых, может быть, он раздает, и никто это не видит, во-первых, да, это Аллах только видит, а во-вторых, может быть, Аллах, и может быть, ему тяжело раздавать, но может быть, он больше тебя постится. Вот ему тяжело раздавать, вот у каждого есть слабые места, да, но может быть, он больше тебя постится. Или, например, тот, который все время встает на тахаджуд, и, машаллах, там наслаждается тахаджудами, а он видит, что вот его какой-то друг, брат, там, ему тяжело вставать на тахаджуд. И он начинает как-то унижать его, что вот я же встаю, а почему он не встает? А может, он за целый день столько добрых дел делает, что устает и не может там, на тахаджуд встать. Поэтому у каждого свои способности, у каждого свои таланты, у каждого свои превосходства. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он мудрый, и он учил, он работал с уммой, именно вот понимая это правило. Поэтому кто-то много раздавал садака, кто-то много раздавал знаний, давал, кто-то, например, тот же меч Аллаха, Халид бин Валид, джазакаллах хайр. Ему только меч давай. Но он был лучше. С мечом ему не было равных. Он был лучше любого хафиза. Он был лучше любого ученого, но с мечом. Так ведь? Но с пером, может быть, он не был лучшим. Потому что, на самом деле, вот лучшим во всем, таких было очень мало. Это был Абу Бакр. Он был лучший во всем. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда обратился, кто из вас сегодня постится? Абу Бакр говорит, я. А кто из вас сегодня накормил бедного? Абу Бакр говорит, я. А кто из вас сегодня посетил больного? Абу Бакр говорит, я. А кто из вас сегодня участвовал в джиназа? Абу Бакр говорит, я. То есть он везде был первый. Но это был Абу Бакр. Таких нет, дорогие братья. Это был Умар ибн Хаттаб. Он тоже во многом хотел превзойти Абу Бакра, но он это признал. Он сказал, Абу Бакр, я не смогу быть лучше тебя. И это были самые лучшие, то есть, субханаллах, это были те сподвижники, про которых другие сподвижники рассказывали своим детям, как суру Фатиха. Они так же, как учили Корану, они учили историю Абу Бакра, потому что они понимали, что они самые лучшие члены этой уммы. Лучше них никого нет. А так, дорогие братья, в каждом из нас оно должно быть что-то лучшее. Был такой полководец, если не ошибаюсь, Саад ибн Аби Ваккас. Когда он вступал в битву, то есть он был ответственным, он понес за собой армию, к нему домой пришел человек, который любил выпивать. Он любил выпивать. И все это знали. И его никто не уважал за это. Это были лучшие люди, сподвижники еще на этой земле. И вот есть среди людей человек, который поддается этой слабости. И он пришел в дом предводителя и изъявил желание вступить с ним в бой, то есть вместе. Он что делает с ним? Он привязал его домой, к столбу дома, а жене сказал, ни за что не отпускай его. То есть, он нам не нужен, не отпускай его. И пошел биться. Идет война, идет битва. И этот человек понимает, что там его братья, там мусульмане, там надо помочь. И он рвется в бой, но не может. Его Саад привязал к столбу.
И он кричит жене Саада: отпусти меня. Где мой меч? Они там, братья, они там. Все, давай, отпусти меня. И та просто не смогла устоять. Она подошла и отпустила его. Он взял меч и пошел биться. Когда Саад увидел его, он сказал: если бы я, своими руками не привязал бы, я бы подумал, что это он. То есть он не верил, что это он. Но этот человек, он был самый лучший там. Вот самый худший где-то оказался самым лучшим где-то. И когда мусульмане победили, он взял вот за руки, как во время там поединков, бокса, да, там поднимают же руки. Он поднял его руки и сказал: сегодня Аллах дал нам победу через меч этого брата. И вот ученые, шейхи говорят, что вот предводитель мусульман, вот здесь, да, он увидел в нем его самые лучшие качества. Хотя его многие презирали. Многие презирали его, потому что он не мог свой нафс, он не мог воздержаться от спиртного. Но здесь он оказался самым лучшим. И предводитель, он показал всем его достоинство. Что вот оказывается здесь его талант. И вот поэтому ученые, можно приводить много примеров, у нас как бы тема не та, но просто хочу сказать, дорогие братья, у каждого вот это есть оно, его достоинство. И умма, она сильна именно тем, что возможности у членов уммы, у людей, Аллах так захотел, возможности они разные. И каждый, я такой, может быть, детский пример привожу, да, я его во время хутбы приводил, каждый суперменом быть не может. Но мудрость Аллаха в другом. Вот сейчас в фильмах показывают же супермен там, да, но мы когда были молодые, там, Рэмбо, они никогда не кушают, они никогда в туалет не ходят, они никогда не болеют они там. Все, они там могут целыми неделями, это роботы, это такие вот совершенные люди, да, вот сейчас показывают Супермен, Человек-паук, там, да, он не устает, не спит, не болеет, не чихает, короны не болеет, ему не надо там прививку делать. Это были такие супермены, да, суперчеловек. Вот я сам придумал пример. Вот сынок приходит, там, насмотрелся вот этих суперменов и спрашивает у отца: Улам, а почему мы не супермены? Разве Аллах не может создать всех суперменами? Нет, Аллах может. Но Аллах не в этом мудрость. Если бы все были сильными, если бы никто ни в ком, ни в чем не нуждался бы, мы бы, братья, даже общаться перестали бы. Альхамдулилля, что мы слабые. Альхамдулилля, я вот не могу преподавать своим детям математику, поэтому я иду куда? Я иду в школу, я иду к учителю. А учитель, он не может почитать никак своей дочери. И он звонит мне: Хазрат, а ты можешь подъехать ко мне? Вот у меня тут праздник, можешь мне никак прочитать, дочке? Я говорю: конечно могу, я иду. А когда у нас машина ломается, мы идем куда? К нашему брату, который умеет чинить эти машины. А когда мы обросли, куда мы идем? Сейчас не буду уж называть братьев парикмахеров на правах рекламы. Мы идем к парикмахерам, братья. Когда надо зуб лечить, мы идем к стоматологу. Когда у нас где-то что-то болит, мы идем там, к хирургу, к терапевту, еще кому-то, к гастроэнтерологу и так далее. Мы нужны друг другу, братья. И поэтому мы идем к другу. А если мы были бы суперменами, мы просто плевали бы друг друга и все. Поэтому Аллах мудрый и милостивый. И Он сказал: Суратуль Ан'ам, 165 аят. Вот то, о чем я вам говорю, почему мы не супермены, да? Это ответ, есть несколько аятов, я только один привожу. Суратуль Ан'ам, скот, 165 аят. Запомните, тафсир почитайте. Аллах говорит: Аллах тот, который сделал вас преемниками на этой земле, наместниками, да? И Он возвысил одних из вас над другими по степеням. То есть кому-то дал денег больше, кому-то здоровья больше, кому-то ума больше, кому-то знаний больше, кому-то Корана больше, кому-то детей, кому-то
чего-то другого. Вот. Он возвысил одних из вас над другими по степеням. Для чего? Лияблюакум фима атакум. Чтобы лияблюакум, то есть чтобы испытать вас в том, что было даровано вам. Аллах дал тебе превосходство в знаниях. Поделись с другими. Аллах дал тебе, не знаю, положение в обществе. Тебя больше почитают. Ты там, не знаю, может быть, министр, там, мэр там, или депутат. У тебя есть возможности кому-то помочь. Аллах дал тебе это превосходство над другими, чтобы испытать. А есть еще аят, где говорится, чтобы вы служили друг другу. То есть другой аят. Кому надо, я найду этот аят, какой именно. Поэтому во всем есть мудрость Аллаха. И вот здесь тоже очень много зависит от того, что Аллах тебе дал. Вот привожу последний пример, и все, завершаем на этом лекцию. Был такой абид, захид, то есть аскет, который очень много поклонялся Аллаху. Его звали Абдуллах аль-Умари. Ученые приводят эту очень хорошую, замечательную историю в своих книгах. Абдуллах аль-Умари. Он очень много совершал намазов. На протяжении ночи он был в суджудах, в тахаджудах, плакал много, машаллах. И он очень много постился. То есть вот эти ан-навафиль, дополнительные посты, он много постился, много делал зикр, дуа. И в один из прекрасных дней он написал письмо имаму Малику. Кто такой имам Малик? Это величайший ученый в истории мусульманской уммы, основатель маликитского мазхаба, школы, да? То есть это был величайший ученый. 4 их осталось. Ни 5, ни 6, ни 10. Так ведь? Это же Аллах вот так захотел, чтобы вот эти 4 школы, они основались в истории мусульман. Вот один из них имам Малик, рахимахуллах. Имам Малик, он написал ему письмо и призвал его, он сказал: «О, имам Малик, я призываю тебя, чтобы ты присоединился ко мне и выбрал наилучший вид поклонения Аллаху. То есть, чтобы ты вместе со мной больше совершал ночные молитвы и постился». И постился. В ответ имам Малик ему написал следующие слова. Он сказал: так же, как Аллах разделил между своими рабами их удел, ризк, Он также разделил между ними их деяния, их дела. По-разному, так ведь? По мудрости. И он сказал: одним Аллах открыл двери намаза, но, может быть, закрыл двери поста. Вот кому-то, машаллах, вставать ночами, выстаивать ночные молитвы может быть намного проще, чем целый день не кушать. Да? Может быть такое. То есть Аллах ему облегчил ночные намазы, но не открыл, не дал ему тауфик в дневных постах. Может быть такое? Может. Имам Малик написал вот это. Кому-то Аллах открыл двери садака, но закрыл двери поста. То есть, конечно, речь не идет про фарзы. Фарз всем открыт. Все обязаны совершать намазы, фарзы и поститься, да? Но здесь речь идет о дополнительном. То есть он может много давать садака, но ему так тяжело поститься. А может быть наоборот. Ему так легко поститься, но так тяжело что? Делиться. Так ведь? Поэтому это кому что Аллах дал. Третьим Аллах открыл врата джихада на пути Аллаха. Вот это его. Вот дай меч Халид бин Валиду, он выиграл все битвы. Так ведь? Это величайшая личность, полководец, военный в истории мусульман. Так ведь? Вот. Поэтому Аллах кому-то открыл двери джихада. И он говорит: распространение знаний, учить людей знанию является одним из самых величайших дел. И поэтому
тот удел, который Аллах мне дал, я им доволен. То есть, может быть, количество ракагатов, дополнительных намазов у имама Малика было меньше, чем у Абдуллаха аль-Умари. Ночных тахаджудов или там дополнительных постов были. Но имам Малик чем занимался? Он учил людей. Он учил, у него были шакирды, которые распространяли свет ислама, знания по всему миру. И он говорит, я считаю, что распространение знаний является одним из лучших видов поклонения дел. И я доволен своим насыбом. То есть своим уделом я доволен. Он сказал. И я думаю, что то, что было, что Аллах дал мне, ничуть не хуже, чем то, что Аллах дал тебе. И я надеюсь, что оба из нас находятся во благе. Вот он так ответил ему. То есть он не бросил книги, он не бросил своих студентов, и он не сказал им, давайте я лучше чем мучиться с вами тут, да, знания давать, давайте я лучше буду намазы совершать ночами и поститься. Нет, он сказал, я не думаю, что то, что Аллах дал мне, хуже, чем то, что Аллах дал тебе. Хотя я надеюсь, что мы оба в благе. Вот поэтому, если Аллах, дорогие братья, дал кому-то, облегчил кому-то поститься, он должен поститься. Если Аллах кому-то дал возможность делиться, пускай делится. Если Аллах кому-то открыл врата имущества, вот он умеет зарабатывать деньги, машаллах. Вот не все же умеют это так делать. Поэтому пускай зарабатывает. Пускай работает, пускай сегодня, если он 1 миллион дает, пускай он 5 начнет давать. 100, если у него это получается. Вот для него это лучше. Для него вот это лучше, потому что это Аллах ему дал. Если кому-то Аллах дал читать книги, понимать их, учить Коран, вот пусть он учится и делится с этим с другими. Это Аллах ему дал это, машаллах. Аллах ему дал это. Поэтому, дорогие братья, вот наши дела, которые Аллах дает нам, они могут, положение этих дел, превосходство может меняться в зависимости от наших возможностей, времени, обстоятельств, положений и так далее, и так далее. Поэтому дай Аллах каждому найти свое место, свое дело и быть лучшим в этом деле, иншаллах. На следующем уроке, иншаллах, продолжим изучать достоинства мольбы, дуа, опираясь на сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.